В столице Якутии прошла межрегиональная конференция «Местное самоуправление в единой системе публичной власти. Повышение роли представительных органов, анализ и практическая реализация». Организатором конференции стала Якутская городская дума в лице председателя Якутской городской думы и Ассоциации представительных органов муниципальных образований Якутии Альберта Семенова. Якутская городская дума готова к конструктивной работе, к обмену опытом и к выработке совместных решений, направленных на повышение эффективности местной власти, качества жизни наших граждан и укрепление доверия населения ко всей вертикали публичной власти. Повышение роли представительных органов – это не самоцель, а необходимое условие для построения сильного, ответственного и действительно близкого к людям местного самоуправления, способного достойно выполнять свою миссию в общероссийской системе. Надеюсь на то, что в ходе наших мероприятий мы сможем выработать конкретные решения для усиления роли представительных органов на местах. Альберт Никандрович, он достаточно хорошо известен и на федеральном уровне. Он общается в рамках ВАРМСУ с многими главами. И опыт Якутской городской думы, я думаю, будет очень полезен для рязанских депутатов. Конференция проводилась для обсуждения актуальных вопросов развития местного самоуправления в контексте нового федерального закона, который вступил в силу с 19 июня этого года. В конференции принял участие глава Якутии Айсен Николаев и Государственную Думу России представил заместитель председателя Шолбан Кара Оул. Вы большие молодцы. Не только смогли поднять такой непростой вопрос. Новый закон – это всегда новые реалии. И очень важно, чтобы этот закон осознавали, понимали. И прежде всего те люди, которые претворяют в жизнь этот закон. Но и все законы мы стараемся делать для народа. А значит, чем больше людей будет вовлечено в реализацию этого закона, тем лучше она будет в жизни являться для реализации как жизненный закон. Поэтому то, что Якутской думой здесь организована вот такая научная конференция, на мой взгляд, это достойное уважения. Спасибо всем тем коллегам, которые приехали с разных регионов. И здорово, что у вас есть прямые связи с ними. И Тюмень, и Рязань, и Сталинград, Волгоград, и другие коллеги прибыли. Мне показалось, что это лишняя характеристика, что вы очень сплоченны. Конференция собрала ведущих экспертов и представителей муниципальной власти российских областей и городов Рязани, Волгограда, Тюмени, Челябинска и Кургана. Эксперты обсуждали основные положения нового федерального закона. Закон предусматривает переход на одноуровневую систему организации местного самоуправления. Вводится несколько способов избрания главы муниципального образования. На выборах представительным органам из своего состава, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Понятие «вопросы местного значения» заменено на вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Изменены и другие положения закона, которые меняют работу местного самоуправления. Новым федеральным законом субъектам предоставлено право самим определять модель организации местного самоуправления с учетом особенностей региона. В этой части я выразил свою позицию и поддержал сохранение действующей в республике у нас двухуровневой системы местного самоуправления, учитывая наши исторические, социально-экономические и демократические условия. Также очень важным является вопрос полномочий местных органов власти. Сейчас мы видим, что муниципалитеты перегружены различными полномочиями, при этом большинство должно осуществляться за счет собственных доходов, которых у них практически нет. Новый закон гарантирует передачу полномочий с финансированием. Это крайне важный момент для муниципальных образований, в целом для эффективности реформ. Здесь мы можем тоже опираться на наш юридический опыт. Например, с этого года мы в республике изменили систему поддержки сельскохозяйственного производства, как и предлагали органы местного самоуправления, с учетом особенностей ведения производства в местах. Муниципальные районы теперь сами определяют политику в области сельского хозяйства. Им переданы государственные полномочия по всем 15 направлениям поддержки сельского хозяйства. При этом, подчеркну, мы объем субвенций не только не уменьшили, но и даже увеличили почти до 9 миллиардов рублей. Мы ожидаем, что расширение полномочий районов с финансовой самостоятельностью
повысить уровень самообеспеченности республики продукцией собственного производства. Это главная задача сельского хозяйства, а также основа для роста доходов жителей, а значит и местных бюджетов. Отмечу, что новые положения, как в части организации местной власти, так и в содержании деятельности, расширяют полномочия и повышают статус представительных органов местного самоуправления. Считаю это важнейшим, ключевым моментом реформы, который подтверждает то, что местные депутаты, в целом местные власти остаются самыми близкими к народу. Это является гарантией изыгранности принципов местного самоуправления в единой системе публичной власти. Татьяна Панфилова, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы, поделилась опытом избрания главы Рязанской области. По поводу того, что будут выбирать, в смысле, согласовывать главу исполнительной власти. У нас в Рязани это делается давно, и это усиливает контроль депутатов над как раз главой, который избран депутатским корпусом, подтверждены его полномочия депутатским корпусом. И в данном случае контрольные функции представительного органа значительно возрастают, как и возрастает ответственность представительного органа. Депутаты все равно избираются народом, у них встречаются каждый раз и могут активные депутаты практически в ежедневном взаимоотношениях со своими избирателями и услышат все, что в данном случае неправильно делается. И это перенесут на площадку совместных заседаний с администрацией, с тем же главой администрации, которого они избирают. И я думаю, что это значительно повысит ответственность главы администрации города перед людьми, хоть и через депутатов. Делегаты конференции отметили необходимость появления нового федерального закона. Федеральный закон регулирует полномочия местного самоуправления на местах. 33-й федеральный закон, я думаю, он появился потому, что к этому созрело общество. То есть необходимо делать изменения, необходимо откорректировать уставы, необходимо полномочия главам муниципалитетов дать, ну и, конечно же, депутатскому корпусу, как представительному органу, тоже определенные обозначить новые какие-то функции. То есть, чтобы у нас сегодня очень важно, что такую значимость депутатскому корпусу на муниципальном уровне. Вот мы прекрасно понимаем, о чем речь. Ее нам очень не хватает, да, в том числе там необходимая финансовая поддержка именно работы муниципалитетов. Мы знаем эти все проблемы. Сегодня в рамках представительного органа исполнительной власти города Тюмени организована рабочая группа, в которую вошли представители и администрации города, и представители нашей думы, и, соответственно, юристы, и финансисты, и эрговики, где мы будем обсуждать все те свои намерения, которые необходимо сделать в рамках нового федерального закона. Понятно, что сегодня мы ждем принятия нашего субъектового закона, и только потом зайдем в изменение нашего устава. Но при этом сегодня мы имеем некую рабочую карту, по которой мы уже начали двигаться, буквально на думском заседании. Вот мы ряд некоторых таких небольших вопросов уже с точки зрения изменений существующих нормативных актов уже, что называется, подработали, переработали и внесли и утвердили. Поэтому процесс уже запустился, и в этой теме будем продолжать работать. Я очень хочу, чтобы реформа местного самоуправления она способствовала прежде всего доверию населения тем решениям, которые власть принимает. Так и должно быть. Для этого мы этот 31-й закон принимали. Ведь не случайно законодательный орган называется представительными. То есть мы представляем своих избирателей, свой народ во власти. Мы, образно говоря, не являемся чиновниками, мы являемся людьми, которые от имени народа делегированы сюда, чтобы следить за бюджетными деньгами, определять приоритеты, определять кадровый состав исполнительных органов власти, вести контроль за реализацией законов, принимать эти законы и так далее. Поэтому в этом отношении вы совершенно правы в том, что депутатский корпус, именно роль его здесь становится совершенно высоким. Это правда.
И вот уникальный сегодня якутский опыт. Вот я не помню, чтобы глава региона присутствовал на наших встречах, заместитель председателя Государственной Думы. Тут представлены практически все уровни власти. Глава региона, Государственная Дума, председатели представительных органов власти в городах и исполнительной власти. Глава города присутствовал. Как раз мы вместе за одним столом смогли рассказать друг о друге, поделиться своими уникальными практиками. И самое главное, что в последующем, слыша друг друга, все ветви власти, эффективно работая, могли и, соответственно, улучшить благосостояние наших жителей. На межрегиональной конференции поделились опытом муниципальных практик в помощи участникам спецоперации и членам их семей. Гости Якутска поделились опытом организации этой работы в их городах и субъектах. Председатель Тюменской городской думы рассказала о реализации социально значимых проектов в сфере поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Председатель Рязанской городской думы рассказала о работе программы по поддержке местных инициатив, благодаря которой реализовано около 100 проектов за последние 3 года. Председатель Челябинской городской думы выступил с темой информационной открытости представительных органов власти. В таком тестовом режиме проводим игры, как раз и голосование, закрепляем ответственных от молодежной палаты за ту или иную территорию для того, чтобы они показали эффективность не только в качестве какого-то контента представленного, но и реально пришедшими ногами, в том числе на те или иные избирательные участки. То есть мы таким образом стараемся, готовимся. У нас в сентябре будут выборы в законодательное собрание, как раз и посмотрим. Председатели городских дум подписали соглашение о сотрудничестве представительных органов. Якутская городская дума будет взаимодействовать с Волгоградом, Рязанью и Тюменью. И хотелось бы, чтобы мы обменивались именно и молодежью, чтобы обязательно приезжали люди на нашу героическую землю, тем более Мамаев курган, он очень знаменит, и на Мамаевом кургане сейчас установлена стела в честь погибших и воевавших якутян на Сталинградской земле. Поэтому добро пожаловать, приезжайте, пожалуйста, будем сотрудничать и развивать нашу Россию, наш регион. Предложения конференции будут представлены в Государственную Думу Российской Федерации.